Кайырлы күн, әріптестер. Бүгін журнал клубының онлайн сессиясында Қарағанды медицина университетінің педиатрия және неонатология кафедрасының резиденті Беков Сардор Управович имплантанты шала туылған нәрестелерге ларингеалды маска немесе қысқа мерзімді трахея интубациясы арқылы енгізу мақаласын талқылайды. Дорогие коллеги, сегодня на онлайн-сессии журнального клуба резидент неонатолог кафедры педиатрии и неонатологии Карагандинского медицинского университета Тимирбеков Сардор Октамович обсудит статью «Введение сурфактанта через ларингеальную маску или путем кратковременной интубации трахеи у недоношенных детей». Сардор Октамович. Здравствуйте, уважаемые врачи-неонатологи, резиденты. Хочу сегодня представить вашему вниманию статью на тему введения сурфактанта через ларингеальную маску или путем кратковременной интубации трахеи у недоношенных детей. Статья была опубликована 24 июля 2024 года в международном журнале The International Society for Evidence-Based Neonatology. Так, на слайде вы видите план этой статьи. Дальше. Во всем мире неонатальная практика сосредоточена на снижении респираторной распространенности бронхолегочной дисплазии и связанных с ней сопутствующих заболеваний. Доказано, что введение сурфактанта снижает риск смерти и ЕБЛД у недоношенных детей. С момента своего появления в 1980 году введение сурфактанта произвело революцию в лечении респираторного дистресс-синдрома, что привело к снижению риска развития СДР. За прошедшие десятилетия стратегии доставки сурфактанта значительно эволюционировали, охватывая целый ряд различных методов от стартового, то есть базисного метода интубации введения сурфактанта, экстубация, то есть иншур, и до менее инвазивного введения сурфактанта, лиса. Эволюция методов введения сурфактанта. Обычный стандартный метод, интубация и экстубация, иншур. Метод иншур, при котором ребенок интубируется, получает сурфактант, а затем экстубируется. Был разработан для сокращения времени нахождения на механической вентиляции и снижения риска развития бронхолегочной дисплазии. Дальше это менее инвазивное введение сурфактанта методом ЛИСа. Метод ЛИСа был разработан после того, как некоторые дети не смогли отказаться от механической вентиляции после применения метода иншур. Он предполагает сурфактанта через тонкий катетер без интубации. И третий у нас метод – это введение сурфактанта через ларингеальную маску. Применение ларингеальной маски для введения сурфактанта является относительно новым подходом, который может упростить процедуру и снизить необходимость седативных препаратов. Методы исследования – это было рандомизированное контролируемое исследование, проводимое в одном центре. Место проведения – это отдельное медицинского центра Албании с ноября 2014 года по апрель 2020 год. Распределение и стратификация. 130 новорожденных, родившихся в сроке 27 недель и 36 плюс 6 дней с весом более 800 грамм с клиническими признаками респираторного дистресс-синдрома, требующие неинвазивной респираторной поддержки в виде СИПАПа,
с потребностью кислорода от 30 до 60% в течение 2 часов и более поддержания сатурации более 88%. Смотрелось восстановление у 90-95% в течение 48 часов жизни. С учетом потребностей в кислороде были рандомизированы для получения сурфактанта либо с помощью эндотрахеальной трубки, либо же с помощью ларингеальной маски. Интубация эндотрахеальной трубки 42 новорожденных, а ларингеальная маска 93 новорожденных. Дети с пневмотораксами, с предыдущей интубацией, врожденными аномалиями, оценкой по шкале Апгара менее 3 баллов на 5-й минуте и энцефалопатии были исключены из исследования. Группа исследования. Первая группа – это дети, которым применялась сурфактантная терапия путем эндотрахеальной трубки. Дети, получили премедикацию атропином и ремифентанилом перед интубацией. Положение эндотрахеальной трубки подтверждалось с помощью детектора сатурации, сатурометром. Вводился сурфактант, кальфактант, это заграничный препарат, 3 мл на килограмм тела 2 дозами. У них дозировка идет, получается, 35 мг на 1 мл. В общей сложности получается 105 мг на килограмм тела, а у нас идет первичная сурфактантерапия 200 мг на килограмм тела. Затем проводилась вентиляция положительным давлением с 5 сантиметров и минимальным пиковым давлением на вдохе в течение 5 минут перед планируемой экстубацией в течение 15 минут после премедикации с возобновлением СИПАП. Группа ларингеальной маски. Единственной премедикацией был атропин перед введением ларингеальной маски размером 1. Положение ларингеальной маски также подтверждалось с помощью сатурометра. Сурфактант, то есть кальфактант, также вводился 3 мл на килограмм тела 2 дозами через укороченный Т-коннектор, заканчивающийся вблизи дистального конца ларингеальной маски. Введение ларингеальной маски разрешалось персоналу с разным уровнем опыта, в то же время как для процедуры иншур требовалось присутствие опытного неонатолога. Измеряемые примененные и последующие наблюдения, объем исследований, исходные характеристики пациентов, уровень кислорода и респираторная поддержка за 3 часа и за час до терапии сурфактантом, во время терапии сурфактантом и через 30 минут, 3 часа, 8 часов, 24 и 48, 7 дней и 28 дней после первой дозы сурфактанта. Пациенты находились под наблюдением до тех пор, пока их не выписали из отделения интенсивной терапии. Целью исследования статьи было оценить частоту неудач ранней сурфактантной терапии у недоношенных детей с респираторным дистресс-синдромом. Это было обусловлено необходимостью искусственной вентиляции легких в течение 1 часа после введения сурфактанта, необходимостью введения более 2 доз сурфактанта или же необходимостью поддержания уровня кислорода более 60% кислородом для поддержания целевого уровня насыщения кислорода, а также необходимостью введения 2-й дозы сурфактанта в течение 8 часов после введения первого сурфактанта. Ранее неудача была определена как необходимостью в инвазивной искусственной вентиляции легких в течение 1 часа после введения сурфактанта. Поздняя неудача включала последующую инвазивную искусственную вентиляцию легких до сечения 120 часов жизни, что отличалось от первоначальных 72 часов, указанных в протоколе этой статьи. А более поздняя потребность в искусственной вентиляции легких, которая не была связана с респираторным дистресс-синдромом, не была отнесена к основным результатам.
В этой таблице результаты по сравнению с интубацией эндотрахеальной трубкой и ларингеальной маской. Дальше я по результатам показателей эффективности частота неудач, необходимости в инвазивной механической вентиляции составила 29% в группе эндотрахеальной трубки и 20% в группе ларингеальной маски. Ранние неудачи в течение 1 часа были ниже в группе ларингеальной маски на 2% по сравнению с группой эндотрахеальной трубки. Введение сурфактанта через ларингеальную маску было не хуже, чем введение через эндотрахеальную трубку. Вторичные исходы. Не было значительных различий между группами в отношении снижения фракции вдыхаемого кислорода, количества доз сурфактанта, времени отключения от респираторной поддержки, частоты побочных эффектов и исходов, включая пневмоторакс, бронхолегочную дисплазию. И безопасность. Не было значительных различий в частоте побочных эффектов, таких как десатурация, брадикардия, аспирация сурфактантом, обструкция дыхательных путей и необходимость реинтубации или же сердечно-легочной реанимации. В ходе исследования был сделан вывод о том, что введение сурфактанта с помощью ларингеальной маски является осуществимой, эффективной и потенциально менее инвазивной альтернативой традиционному методу введения сурфактанта через эндотрахеальную трубку для недоношенных детей с респираторным дистресс-синдромом. Подход введения сурфактанта через ларингеальную маску не уступал через эндотрахеальную трубку с точки зрения первичного результата отказа от искусственной вентиляции легких в течение 72 часов после лечения. Кроме того, не было выявлено существенных различий во вторичных результатах, таких как неонатальная смертность и основные заболевания между двумя группами. Это говорит о том, что введение сурфактанта через ларингеальную маску может считаться жизнеспособным вариантом введения сурфактанта недоношенным детям, потенциально сводящим к минимуму необходимости искусственной вентиляции легких и связанные с ней риски. Преимущество ларингеальной маски – это упрощение процедуры. Использование ларингеальной маски исключает необходимость в применении ларингоскопа, что упрощает процедуру для медицинского персонала. Снижение потребности в седативных препаратах. Ларингеальная маска позволяет избежать необходимости в седативных препаратах, которые сами по себе могут увеличить частоту неудач при использовании более традиционных методов. И минимальные противопоказания. Основным противопоказанием к использованию ларингеальной маски является пороки развития лицевого скелета, трахеи и легких, что делает ее применение более универсальным. Ограничение исследования, объем исследования. Исследование не достигло целевого объема из-за медленного набора пациентов и пандемии COVID-19, что снижает статистические характеристики. Развитие в премедикации между группами вводят дополнительную переменную, которую можно было бы устранить, сравнивая ларингеальную маску с другими менее инвазивными методами введения сурфактанта, таких как метод Лиса. И изменения в протоколе, такие как определение неудачи процедуры и целевые показатели насыщения кислородом, могут повлиять на интерпретацию результатов. Вывод. Несмотря на то, что исследование представляет собой интересную альтернативу традиционным методам введения сурфактанта, его результат следует интерпретировать с осторожностью. Стремление к инновациям в неонатальной помощи заслуживает похвалы, но оно должно основываться на серьезных исследованиях, основанных на фактических данных, чтобы гарантировать, что новые методы дают ощутимые преимущества без ущерба для безопасности пациентов. Таким образом, это исследование представляет собой важный шаг в продолжаемся в путешествии, не конечную цель. Необходимы дополнительные обширные многоцентровые данные
проведения клинических исследований, прежде чем результаты могут быть обобщены и внедрены в повседневную практику. Следующая статья, которую хотел бы вам продемонстрировать, тоже относится к введениям сурфактанта. Статья «Менее инвазивное введение сурфактанта по сравнению с интубацией, быстрой экстубацией недоношенных детей», опубликованная в декабре 2022 года. В этой статье было описано несколько методов минимальной инвазивной терапии с сурфактантом при менее инвазивном введении сурфактанта, то есть методом ЛИСа, и минимальной инвазивной терапии сурфактанта. Также известно как введение сурфактанта без эндотрахеальной интубации. Сурфактант вводится в трахею новорожденного на неинвазивной вентиляции с положительным давлением, то есть СИПАП, через тонкий катетер. При этом сохраняется самостоятельное дыхание новорожденного. Техника ЛИСа все еще требует прямой ларингоскопии, так как голосовые связки должны быть визуализированы, и катетер вводится через них. Первоначальные результаты ЛИСа были многообещающими, и она получила широкое распространение, особенно в Европе. Однако также были критики в адрес метода ЛИСа. Систематические обзоры показали, что метод ЛИСа снижает потребность в механической вентиляции и бронхолегочной дисплазии по сравнению с методом иншур. Однако общая эффективность ЛИСа и качество систематических обзоров ранее не оценивались. Целью этого обзора было проанализировать общую эффективность метода ЛИСа по сравнению с методом иншур. Сосредоточенность была на следующих результатах: смертность, бронхолегочная дисплазия, составной исход смерти и бронхолегочной дисплазии, необходимость интубации, механической вентиляции в течение 72 часов, пневмоторакс, внутрижелудочковое кровоизлияние второй степени и более, и некротизирующий энтероколит. В этой статье применялись данные из базы данных PubMed, SCOPS и Web из Scans, были просмотрены 15 июля 2003 года. Поисковая фраза была сурфактант и новорожденный. Не использовались фильтры во время публикации или же к языку. Результаты поиска затем были загружены в программное обеспечение как evidence для процесса скрининга. Включенный метаанализ был опубликован в период с 2016 по 2023 год. Наиболее оцениваемыми исходами были смертность, БЛД и необходимость механической вентиляции. Число включенных в данное клиническое исследование варьировалось от 3 до 16 статей. Авторы оценивали риск предвзятости и 8 из 10 включенных обзоров. Достоверность и доказательства оценивались только в 3 из 9. Материалы и методы. Это ретроспективное одноцентровое исследование проводилось в течение 1 года, в период с марта 2014 по 2015 год. Были проанализированы данные новорожденных с очень низкой массой тела, у которых были диагностированы респираторный дистресс-синдром и которые получили лечение сурфактантов по методикам ЛИСа или же иншур. Первичным результатом исследования был отказ от неинвазивной респираторной поддержки. Вторичными результатами были диагностика бронхолегочной дисплазии и ее тяжести, продолжительность искусственной вентиляции легких через эндотрахеальную трубку, общее количество введения сурфактантов и продолжительность госпитализации. Результаты. Первое. Смертность. Смертность оценивалась во всех обзорах. 3 обнаружили, что смертность была ниже в группе ЛИСа, а 6 обзоров не сообщили о различиях. Сообщаемая статистика гетерогенности варьировалась от 0 до 54%, а сообщаемая достоверность доказательств находилась в диапазоне от очень низкой до умеренной.
Бронхолегочная дисплазия. Диагноз бронхолегочной дисплазии в 36 недель гестационного возраста оценивалась во всех включенных обзорах. Три из обзоров обнаружили более низкий риск бронхолегочной дисплазии в группе ЛИСа, а 4 обзора не сообщили о различиях между группами. Статистическая гетерогенность варьировалась от 0 до 15%, а также достоверность доказательств была оценена от очень низкой до умеренной. Смертность или бронхолегочная дисплазия. 4 обзора сообщили о комбинированном исходе смерти или же диагнозе бронхолегочной дисплазии. Все 4 обзора обнаружили, что отношение рисков и шансов было ниже в группе ЛИСа по сравнению с иншур. Статистическая гетерогенность варьировалась от 0 до 2%. Достоверность доказательств была оценена от низкой до умеренной. Следующая группа – необходимость механической вентиляции в течение 72 часов. Необходимость механической вентиляции оценивалась в 8 из 9 обзоров. Все они обнаружили, что частота механической вентиляции была ниже в группе ЛИСа, чем в группе иншур. Размеры эффекта варьировались от 0,39 до 0,76. Статистическая гетерогенность варьировалась от 0 до 62%. Достоверность доказательства была оценена как умеренная. Пневмоторакс анализировались в 8 из 9 включенных обзоров, и ни один из 8 исследований не обнаружили в пользу ЛИСа. В целом оценка эффекта оказалась благоприятной ЛИСа, но ширина доверительных интервалов была довольно широкой. Статистическая гетерогенность составляла 0% во всех отчетах, а достоверность доказательства была оценена как низкой и до умеренной. Внутрижелудочковое кровоизлияние. Внутрижелудочковое кровоизлияние второй степени или более оценивалось в 7 из 9 обзоров. Ни один из обзоров не сообщил о более низком риске внутрижелудочкового кровоизлияния в группе ЛИСа. Оценки эффекта, были более благоприятными во всех случаях ЛИСа, но границы доверительных интервалов были довольно широкими. Статистическая гетерогенность составляла от 0% во всех отчетах. Достоверность доказательств была оценена от очень низкой до умеренной. Некротизирующий энтероколит. Некротизирующий энтероколит оценивался в 5 из 8 обзоров, и 2 обнаружили, что риск некротизирующего энтероколита был ниже в группе ЛИСа, чем в группе иншур. Таким образом, 3 обзора сообщили о различиях, хотя оценки эффекта были в пользу ЛИСа. Статистическая гетерогенность варьировалась от 0 до 50%. Достоверность доказательств была оценена только в одном исследовании как умеренной. Здесь вашему вниманию предоставлена таблица, по которым оценивается эффективность, где зеленый означало, что метод ЛИСа превосходит метод иншур, желтый означает, что различий не обнаружено, и серый означает, что этот результат не был оценен. И еще красный они тоже вводили, что иншур был лучше, но в ходе исследования оказалось, что иншур ни в одном из показателей не был лучше, чем метод ЛИСа. Выводы. Метод ЛИСа снижает потребность в механической вентиляции легких, смертности и бронхолегочной дисплазии у новорожденных на основе обзора 8 систематических обзоров. Качество доказательств ограничено из-за качества отчетности в систематических обзорах. Большинство систематических обзоров имели проблемы с качеством и риском предвзятости. В настоящее время метод ЛИСа, похоже, является лучшим методом введения сурфактанта у новорожденных с самостоятельным дыханием. Но
необходимо дальнейшее исследование, особенно о роли ларингеальной маски и введении сурфактанта. Введение сурфактанта через ларингеальную маску более простая процедура, не требующая ларингоскопии и седативных препаратов. Показала не меньшую эффективность в предотвращении необходимости механической вентиляции, требует дальнейших крупномасштабных исследований для подтверждения безопасности и эффективности. Введение сурфактанта через эндотрахеальную трубку – традиционный метод, требующий интубации и премедикации. Более инвазивный метод, но хорошо изученный, является стандартным методом, но с потенциалом для улучшения. В заключение, на основании обзора всех исследований методов ЛИСа и ларингеальной маски снижает потребность механической вентиляции, смертности и бронхолегочной дисплазии у недоношенных новорожденных. Однако доказательств ограничен из-за качества отчетности в систематических обзорах. В настоящее время метод ЛИСа, по-видимому, является лучшим методом введения сурфактанта у новорожденных самостоятельным дыханием, но все еще необходимо дальнейшее исследование, особенно по роли ларингеальной маски при введении сурфактанта. И последнее, но не менее важное, мы хотим подчеркнуть, что метод ЛИСа необходимо использовать в качестве компонента множества неинвазивных, помогающий младенцу адаптироваться к окружающему миру более естественным и безопасным образом. Для достижения максимальной пользы метода ЛИСа не следует применять как изолированный метод. Важно избегать всех ненужных процедур и манипуляций, начиная с дородового периода, а также в родильном зале и отделениях интенсивной терапии новорожденных. В противном случае методика ЛИСа не сможет реализоваться свой потенциал. Спасибо за внимание. Рахмет. Құрметті әріптестер, сұрақтарыңыз болса, қойсаңыздар болады. Микрофон қосып немесе чатқа. Можете задавать вопросы, дорогие коллеги. Есть вопросы? Жақсы. Садур Актамович, бүгінгі баяндамаңызға рахмет. Өте пайдалы болды деп сенемін. Құрметті әріптестер, бұл видеолар видео түрінде сақталады. Бүкіл доклад егер қайталап көрем десеңіздер, егер өткізіп алғандар болса, YouTube арнада барлығы салынады, сол жақтан көрсеңіздер болады. Рахмет, Садур Актамович, сау болыңыздар. Здорово.